В Жезказгане местные жители не хотят мириться с неприятным соседством. С тех пор, как рядом с их домом открыли центр для лиц, не имеющих постоянного места жительства, люди боятся отпускать детей на улицу. Нетрезвые шумные постояльцы стали круглосуточными обитателями детских площадок, жалуются люди. Законно ли размещать такие учреждения во дворах жилых домов и можно ли найти компромисс, выясняла Наргиз Жанабекова. Улица Сарыарка расположена в самом центре Жезказгана. С тех пор, как здесь появился центр ресоциализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, жители потеряли покой. По их словам, постояльцы центра днем и ночью находятся на улице, докучают людям и шумят, зачастую нецензурно. Они здесь пьяные ходят, тишину нарушают. Во-вторых, не выйти на улицу, во двор, жилые дома, детская площадка. Разве можно так? Мы вот против на это ожидать. Тут нас как бесприемник. Дети у нас маленькие тут. Надо вот эту проблему решить как-то. Безопасности вообще нету тут. Ни охраны тут нету. Охранники тут как старики только ходят. Они сами еле ходят тут. Даже решеток ничего нету. В центре ресоциализации уверяют, что постояльцы не опасны, за ними ведется медицинский контроль. Также работает психолог. И напоминают, у граждан без места жительства тоже есть права. Жители говорят, что не должны выходить. Как им не выходить? У них не ограничены права. Они такие же люди, как и все. Я хочу попросить жителей не бояться. Центр рассчитан на 20 человек. Сейчас там находится 17 лиц без определенного места жительства. Один из них, Леонид, рассказывает, что лишился жилья после смерти жены. Единственная дочь уехала. Он надеется, что здесь помогут вернуться к нормальной жизни. Квартира сгорела в аварийной ситуации. В общем, временно здесь пока акимату написал заявление, должны дать квартиру. В акимате тем временем разъяснили, что приют на улице Сарыарка работает совершенно законно. На портале госзакупок был объявлен тендер на аренду здания, победителем которого стала подрядная организация ИП Слямова. В мае текущего года данный центр переехал по адресу город Жезказган, улица Сарыарка, дом 8. Директор Центра ресоциализации настаивает, что закона, который бы обязывал размещать такие учреждения за чертой города, нет. И уверяет, что безопасности жителей ничего не угрожает. Тем более, что цель временного пристанища – помочь подопечным вернуться в общество. Наргиз Жанабекова, Виталий Обрежа, Информбюро, область Улытау.